Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Не будет ни флага, ни гимна. Общее название команды – «Олимпийские атлеты из России». В этом решении только политика и никакого спорта, заявил президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба. По его мнению, прежде всего, это удар по самому Олимпийскому комитету. Здесь политики больше. К сожалению, так получилось, что в Международном олимпийском комитете политики больше, чем самой политики. Поцарапанные пробирки, там Макларен сказал, что вот они нарушали, или тот, который убежал вообще в Америку, это вообще настоящий предатель, который с его слов они отстраняют спортсменов, именитых, забирают олимпийские награды. Это, конечно, для спортсмена очень, как сказать, очень сильно бьет и по престижу, и физическое состояние человека. И очень трудно, понимаете. Главные решения МОК коснулись не только спортсменов, но и ряда высокопоставленных российских чиновников. Сейчас главный вопрос, волнующий миллионы болельщиков, будут ли российские спортсмены выступать. Валерий Аршба уверен, ехать на Олимпиаду надо обязательно. Отказ значит сдаться. Во всем мире никакие олимпийские комитеты в целом любых стран ни одно слово не говорят. Потому что они экономические, и вот это все через это, все они зависимые, они сидят и ждут, лишь бы нас не тронули, и они даже не в поддержку, так ничего не хотят говорить. Самое главное, те, которые поедут, они должны втройне, в 10-кратном размере показать и доказать всему миру, что российский спорт всегда был на высоте. Все прекрасно понимают, что решение МОК – чистая политика, и она направлена против серьезного и сильного государства. Если спортсмены поедут на игры, это не только сплотит страну, уверен первый вице-президент НОК Абхазии Баграт Хутаба, но и лишний раз докажет, что российский спорт самый лучший, и его не победить подобными методами. Конечно, я бы хотел выразить поддержку российским олимпийцам. Это наши друзья, коллеги, которые принимают участие, поднимают флаг. Это честь, это большие заслуги перед страной. Во главе Российской Федерации достаточно серьезный человек, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он не оставит без внимания все эти процессы, которые происходят. Все прекрасно понимают, что это все политизировано. Все прекрасно понимают, что такое доклад ВАДА. Политика двойных стандартов, очевидно, целенаправленно ищут только у России. При этом на Западе употребление допинга является всего лишь легкой шалостью. К примеру, американский бегун Гил Робертс говорил о том, что запрещенные вещества попали в его тело через поцелуй подруги. И ему поверили. Другие спортсмены принимают запрещенные вещества якобы для терапевтических целей. К ним тоже никаких претензий. Очистка мирового спорта не является главной целью. Как считают эксперты, все усилия направлены на то, чтобы показать всему миру якобы непрогибаемость МОК, а заодно нанести целенаправленный удар по самосознанию российского народа. Ведь не случайно одно из требований – запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях именно под национальным триколором. В этой ситуации страдают сами же спортсмены, так как, проходя большой этап тренировочного процесса годами, а это на самом деле адский труд, для того, чтобы готовиться к Олимпийским играм. Исходя из этого, там психологический фактор существует. Есть ряд моментов, когда, можно сказать, ущемлены интересы того или иного спортсмена. Использование манипуляций со спортом в угоду политическим целям для некоторых стран – дело привычное. В 80-е американцы сами не приехали на Олимпиаду в Москву. В 84-м США отказались предоставить Советскому Союзу и еще целому ряду неугодных стран гарантии безопасности на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. В итоге СССР вынужденно провел игры дружбы. В Москву съехались сотни атлетов из более чем 50 стран мира, которые поставили больше 40 мировых рекордов, доказав, что спорт – площадка для соревнований спортсменов, а не политиков. Нисфа Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.